Существует устоявшаяся фраза, что деньги любят тишину, но если у вашего бизнеса вдруг начинаются проблемы, то это уже наше дело. Интересная получается картина. Пострадавших почти 200 человек, но многие из них на судебные заседания не являются. Спрашивается, почему? Вы же много лет уже атакуете агрария, а тут на суд взяли и не пришли? Они заявляют, что в период с 2000 по 2016 годы Хали Сарманов якобы незаконным образом захватил принадлежащие им земельные участки сельскохозяйственного назначения. При этом многие из потерпевших и свидетелей своевременно на судебные заседания не являются, а председательствующему по делу судье Сайрамского суда Курмангали Дусимбекову приходится выносить постановление органам полиции и прокуратуры об обеспечении явки фигурантов в принудительном порядке. Или шум нужен был лишь для того, чтобы в очередной раз возобновить дело, а все остальное сделают уполномоченные сотрудники и люди в погонах? Родные Хали Сарманова всячески поддерживают его, но переживают, что 68-летний старик находится в ужасных условиях. По словам адвоката, тест ПЦР ему делали лишь однажды. Как на самом деле чувствует себя Сарманов, остается только догадываться. К сожалению, наши письма формально спускаются на территорию, то есть тем же должностным лицам, чьи действия мы обжалуем. И это несмотря на прямой запрет, предусмотренный статьей 104 УПК. Запрещается поручать рассмотрение жалобы тому дознавателю, следовательно, прокурору или судье, действия которых обжалуются, а равно должностному лицу, утвердившему обжалуемое решение. Органами следствия Сарманову предъявляются обвинения по статьям 176, часть 4, пункт Б и 228 Уголовного кодекса РК редакции 1997 года. Присвоение или растрата веренного имущества и злоупотребление полномочиями. По данным следствия, он причинил ущерб пострадавшим на сумму порядка 60 миллионов тенге. Это надо остановить. Над этим работает. Спасибо президенту, Ельбасы, парламенту, о том, что они вовремя взялись за это дело, это поднимает этот вопрос. Участились случаи рейдерства в отношении малого и среднего бизнеса. Моя позиция по этому вопросу известна. Любые попытки воспрепятствовать развитию бизнеса, особенно малого и среднего, должны рассматриваться как преступление против государства. Сторона обвинения, то есть прокурор, позволяет себе контактировать с теми, кто пытается всеми силами посадить Хали Сарманова. Что ж, это уже дело антикоррупционной службы. Надеемся на их работу. Мы будем следить за ходом данного процесса и обязательно расскажем вам все. Ведь действительно, земля должна принадлежать тем, кто на ней работает, а не тем, кто желает ее подороже продать.